Если кому-то нужна помощь, я никогда не ухожу в сторону. Главный жизненный принцип Элеоноры Кузьмиди. Активный участник национально-освободительного движения абхазского народа. Гречанка по национальности. Кузьмиди родилась и выросла в Абхазии. Более 50 лет была педагогом в Сухумском музыкальном училище. Около 10 лет преподавала английский язык. И сегодня в свои 85 Элеонора Павловна не теряет любознательности и тяги к знаниям. Я и в 30 лет развивалась, и в 40 лет развивалась. И вы знаете, и до сих пор я не остановилась. Читать мне трудно, я слушаю большей частью. Но приспособилась я через планшет. В день я должна обязательно откопать 2-3 статьи, почитать очень интересные. Вот сейчас я читаю про Булгакова. «Мастер и Маргарита». Пошла серия выступлений духовника, потом ученого, еще так интересно. И я уже без этого не могу. Вот, казалось бы, 85 лет. Сиди спокойно, слушай. Нет, не могу, без этого не могу. Элеонора Кузьмиди всегда считала справедливой борьбу нашего народа за свободу. Поэтому отстаивала право абхазов говорить на родном языке, соблюдать традиции и развивать культуру. Именно за эту позицию Элеонора Кузьмиди не раз подвергалась гонениям. Своим принципам она осталась верна и во время Отечественной войны народа Абхазии. Незадолго до военных событий она собирала подписи среди неабхазского и негрузинского населения под письмом о введении в Сухуме комендантского часа. Я ночью села на машину, и тайком я знала, что грузинам это не понравится. Духом чувствовала. Вот. Я объезжала квартиры. Были такие квартиры, где меня выгоняли. Тем не менее, я список собрала. А дальше, как бывает, знаете же, как слухи обрастают. Да. И все, пошло. Я смотрю, одна моя знакомая грузинка от меня отворачивается, вторая грузинка от меня отворачивается. Я сначала не могла понять, в чем дело. Я сначала думала, что что-то персональное, там что-то. А нет, оказывается, вот из-за этого. И потом дошло до того, что на меня просто стали нападать. 5 сентября 1992 года Элеонору Кузьмиди арестовали и посадили в камеру. Затем перевели в карцер. Женщину держали в ужасных условиях, в холоде, без воды и еды. Так она провела долгих 98 дней. Там не было пола, а была какая-то такая типа муки, какая-то серый порошок. Я даже не знаю, что это было. Был нужник, не было воды вообще. И когда я попросила, сказала, дайте мне стакан воды. Он сказал, хорошо, сейчас пойду из трубы наберу. В это время в Гудауте шли митинги в ее поддержку. Международный комитет Красного Креста начал проверки в тюрьме. И вскоре грузины были вынуждены ее отпустить. Мысль о том, что дома осталась тяжело больная мама, помогла Элеоноре Павловне выдержать испытания и не сломаться. Я больше молилась, конечно, о маме. Чтобы мама выжила. Какой там о себе? О маме я молилась. Вот. И она мне придавала дух. И вы знаете, это первое в моей жизни такое чудо, которое я никогда не забуду, которое повлияло на всю мою и натуру, и на психику. Когда я вышла из тюрьмы, я же знала, в каком состоянии маму я оставила. Она меня встретила, стоя во дворе на ногах. Женщина, которая вообще лежала не вставая. Элеонора Кузьмиди – заслуженный учитель Абхазии. Награждена орденом Ахтзапша 3-й степени. За свою жизнь этой хрупкой женщине пришлось пережить немало горя. Но своему принципу всегда помогать тем, кто в беде, она ни разу не изменила. Эсма Гуланзе, Абхазское телевидение.